Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Александрович Берилла. Я заместитель руководителя НИИ имени Атшабарова фундаментальной и прикладной медицины. Мое отношение к сахару негативное. Еще с детства нам прививали мысль о том, что сахар вредит нашим зубам и из-за него развивается кариес. Но проблемы намного глубже. Сахар приводит к ожирению, к повышению артериального давления и к сахарному диабету. Мой опыт в изучении сахара. Работая в университете Брайтона, Великобритания, в 2017 году, я принимал участие как волонтер в изучении влияния сахара на организм человека. Нам предварительно сказали, чтобы мы не ели ничего в течение 12 часов перед самим исследованием. После чего нам дали 400 мл сахаросодержащего напитка. Это был какой-то бренд, который уже на рынке. И после чего в течение 4 часов у нас замеряли уровень сахара в крови. Через полчаса уровень сахара уже превысил норму. Еще через час он достиг 10, потом 12 единиц и держался на этом уровне несколько часов. При этом мое самочувствие было ужасное. В лицо прилив жара, я это связываю, наверное, с повышением артериального давления. Само самочувствие у меня было на тот момент, у меня, можно сказать, кружилась голова, такое ощущение, что это был спиртосодержащий продукт. То есть, да, мы не ощущаем влияние сахаросодержащего напитка на наш организм, потому что мы не пьем его на голодный желудок. И это чуть-чуть сглаживает эффект, но не исключает все побочные эффекты. То есть мы наблюдали экстремальный случай, когда человек выпил сахаросодержащий напиток натощак. А если вы пьете его после еды, то этот же сахар, он чуть на более низком уровне будет держаться на дольше время, потому что он будет всасываться дольше. Но тем не менее, при его всасывании очень маленькая часть, она депонируется у вас, отложится в гликоген, переработается. А основная часть, она будет переработана в жир и отложится в жировой ткани. Более того, известно, что чтобы начать сжигать жир, сначала человеку нужно полностью истратить всю энергию из гликогена. И поэтому люди с избыточным весом, им еще тяжелее избавиться от лишнего веса из-за того, что это стресс для организма. Организм, когда чувствует, что его гликоген на пределе, ниже он истрачивается, вы ощущаете дикий голод. И только преодолев этот голод, только со временем начинается расходоваться та энергия, которая отложена в виде жира. Но возвращаясь к истории с исследованием, помимо головокружения, такого плохого самочувствия, у меня это отбило навсегда тягу даже участвовать в следующих каких-то таких волонтерских исследованиях, потому что я ощутил, насколько это опасно именно самочувствие. Это очень страшно. Кто не верит, может попробовать у себя раз. Только раз, чтобы удостовериться, насколько это опасно и насколько это завуалировано, когда вы пьете его не натощак. Эти исследования уже наверняка опубликованы о влиянии сахаросодержащего напитка на организм, и люди пытаются
разработать методы, которые позволят не подскакивать инсулину при принятии каких-то сахаросодержащих препаратов, еды. И что еще можно сказать, что сахар, он повышает давление, он повышает уровень плохого холестерина в крови, который откладывается на стенках сосудов кровеносных и ведет к различным сердечно-сосудистым заболеваниям. Ну и также была прослежена связь между регулярным потреблением сахара и развитием сахарного диабета. Спасибо за внимание.